века нам поведуй о древней земле, о народах, чьи предки оставили прошлое в башнях, чьи камни, как вечность, как память о славном былом, нам доносят ветрами историю древней земли, где покой охраняя средь скал, кружат в небе орлы. Вся торжественная часть церемонии открытия чемпионата России по вольной борьбе пропитана ингушским национальным колоритом. На сцене визитная карточка региона, ансамбль Ингушетия. С первых нот лезгинки гости окунаются в атмосферу праздника. Вечер культуры и спорта объявляется открытым. География участников впечатляет. Более 40 регионов-участниц. Республика Крым. Республика Башкортостан. Республика Татарстан. Республика Дагестан. Самарская область. На важное спортивное событие съехались не только именитые спортсмены и яркие болельщики, но и видные политики страны. Министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов поздравил всех с Днем России и отметил, что проведение чемпионата в Ингушетии не случайно, ведь именно на Кавказе воспитывают спортсменов, которые занимают первые места на мировых аренах. Уважаемые спортсмены, тренеры, судьи, уважаемые болельщики, всех поздравляю с открытием 25-го чемпионата России по вольной борьбе. Еще раз подчеркну знаменательность этого спортивного праздника, совпадающего с празднованием нашего Дня России. На Кавказе борьба исторически это не вид спорта, а часть культуры, часть традиции. И очень отрадно, что очень много спортсменов с Кавказа прославляли нашу страну на различных международных соревнованиях, стояли на высших пьедесталах Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Я желаю участникам равняться на эти имена, быть достойными их и продолжить традиции. Желаю честной спортивной борьбы, и пусть победит сильнейший. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров пожелал удачи спортсменам и отметил, что дворец спорта открыли специально для таких масштабных соревнований. А этот чемпионат только начало в большой спорт. Мы сегодня, день знаменательного праздника, День России, проводим юбилейный чемпионат России по вольной борьбе. Ингушетия гордится тем, что ей доверено провести этот чемпионат. Хочу искренне выразить благодарность Федерации спортивной борьбы и лично Михаилу Мамиашвили за то доверие, которое нам оказано. Мы готовились к этому чемпионату, уверен, что все у нас пройдет хорошо. Я желаю всем спортсменам активного участия, желаю спортсменам заслуженных побед. Те, кто выходит на этот ковер, это уже чемпионы. Это уже люди, которые вошли в историю своих республик, краев и областей. Глава Ингушетии поблагодарил Михаила Мамиашвили за содействие в проведении чемпионата России по вольной борьбе в Ингушетии и наградил орденом за заслуги за выдающийся вклад в развитие спорта. Наградить Мамиашвили Михаила Геразиевича, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России, президента Федерации спортивной борьбы России, глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. А Михаил Мамиашвили, в свою очередь, вручил главе республики награду Объединенного мира борьбы. Служу великой России, любимой Ингушетии и Федерации спортивной борьбы. И тут начинаются финальные схватки. Накатом, броски, жесткие захваты. Несмотря на священный месяц Рамадан, ребята борются до последнего. Финальный поединок, весовая категория 61 килограмм. Амаров против борца Чеченской Республики Ислама Дудаева. У каждого спортсмена цель – бороться и побеждать. К примеру, Ислам в борьбе никогда не сдается. Занимается этим видом спорта более 7 лет. И каждый раз показывает достойные результаты. Не дает пока Дудаев провести бросок, цепляет очень... Ох, это 4 балла. Соперник более чем серьезный. Неоднократный победитель первенства СКФО, мастер спорта. Борьба достойных борцов. Не всегда победа, но и не всегда поражение. Сегодня Ислам занял 3-е почетное место. В весовой категории 70 килограмм в финале встретились 2 спортсмена из Дагестана. В упорной схватке чемпионом страны стал Магомед Хабиб Кадимагомедов. Руслан Улбгачиев, Рахман Цуров, Новости 24.